17 февраля в Крыму создан Совет крымско-татарского народа, который будет обеспечивать обратную связь между властью и населением. Решение принято на Курултае мусульман Крыма, об этом сообщил заместитель муфтия мусульман региона Айдер Исмаилов. Совет состоит из 15 специалистов в разных областях, возглавил его муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев. По словам Исмаилова, планируется, что Совет будет работать при главе Республики Крым. О том, каковы сегодня настроения вообще в целом у крымских татар перед выборами, насколько активно работают различные общественные объединения, а также на другие темы поговорим с гостем в студии. Это замглавы общественной организации Крым-Берлиги и Общественного совета крымско-татарского народа Рустем Немитулаев. Рустем Сейтумерович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что нашли возможность, пришли к нам в студию. Вопросов, на самом деле, достаточно много, но начать хотелось бы с такого, общего. Как бы вы сегодня оценили социальный климат в крымско-татарской общине после воссоединения Крыма с Россией? Да, есть ли какие-то сложности, как удается с ними справляться? Потому что, мы уже подходим к такой дате, 4-летия. Понятное дело, что вопросов различных много, да, как с этими вопросами справляются в Крым-Берлиге? Я вам скажу так, что за эти 4 года изменения, что касается крымско-татарского народа, и те посылы, что было дано государством, то есть они налицо, да, то есть это еще раз то, о чем мы всегда говорили, это реабилитация, да, это язык. Это строительство школ, дорог, газификация населенных пунктов, поселков компактного проживания. И многое другое, то, что на сегодняшний день делается в сторону крымских татар. Что касается жизни, которая на сегодняшний день протекает уже на протяжении 4 лет, мы находимся в российском государстве. Есть моменты, это в первую очередь правовые, это незнание на сегодняшний день соотечественниками законов, да, тех, которые на сегодняшний день работают на благо граждан. Для этого нами и были открыты офисы практически в 5 регионах в Республике Крым, чтобы консультировать наших соотечественников, помогать им в юридической помощи. Это разные вопросы. Это вопросы и земли, и вопросы, опять же, справок, какие-то, может быть, их личные вопросы и так далее. То есть на сегодняшний день нами ведется активная работа. А эти 5 регионов или 5 офисов, куда могут прийти к вам? Смотрите, это Джанкой, Джанкойский район. Это Красногвардейск. Потому что сейчас кто-то услышит и подумает, что я там живу, а даже не знаю, что могу прийти. Да, это Джанкой, Красногвардейск, это Симферополь, Симферопольский район, Бахчисарай, Белогорск и Советский район. То есть это специалисты, в том числе и по юридическим вопросам могут? У нас на сегодняшний день создан юридический департамент, порядка 7 юристов у нас на сегодняшний день присутствуют. Каждый день в офисах работают бесплатно и консультируют, и помогают, вплоть до сопровождения в судебных инстанциях наши юристы. Абсолютно все бесплатно делается. Плюс у нас есть выездная группа, которая раз в неделю выезжает, и уже собираются граждане, порядка 30-40 человек, где идет такой масштабный прием заявлений от населения тех или иных проблем, которые на сегодняшний день у них существуют. Рустем Сейтумирович, а исходя из этого, не кажется ли вам, не ощущаете вы, что маловато 5 этих организаций, 5 офисов, потому что, может быть, в Керчи где-то нужна консультация, может, в Феодосии, может быть, еще в других, на ЮБК где-то. Да, мы понимаем, что этого мало, что мы не охватываем на сегодняшний день всю республику, да. Как говорится, ножки протягиваю по засёшке, по одежке, да, то есть пословица такая. Мы почему на сегодняшний день именно в этих районах мы посчитали, что они более на сегодняшний день сложные, там, где в той или иной мере большее количество проживает крымских татар. Поэтому нами и были приняты решения начать с этих районов. В первую очередь мы открывались в Джанкое, потому что этот район, граничащий с нами соседней страной Украины, откуда идут всякие непонятные посылы, понимаете, и люди это видят и чувствуют, поэтому нами было принято решение, мы оттуда начинали. А что касается, вы правильно заметили, да, мало, но на сегодняшний день мы и так довольны то, что мы это сделали, потому что мы видим в этом потребность, мы видим, с каким одушевлением люди идут, благодарят нас за это, то, что мы помогаем. Они получают, в принципе, ту помощь и ту консультацию, на которую Конечно, не то, что тупо, они ее получают. У нас есть процессы, где мы в судах, у людей были споры не 1 год, и мы им помогали эти процессы выиграть, разъяснить их ситуацию. То есть вы же поймите, да, что такое для человека, допустим, того же пожилого человека, прийти
пойти в ту или иную инстанцию и простоять целый день в очереди, получить бланк и не знать, как его заполнить и отправить, и получить ответ, это очень сложно. Мы это делаем на сегодняшний день. Мы являемся неким коммуникатором от граждан в районах и делаем от ихнего имени обращение в те или иные инстанции, получаем ответы и потом их дальше рассылаем тем гражданам, которые к нам обращались. Безусловно, конечно, говоря о нашем многонациональном полуострове, стоит отметить его налаживание взаимоотношений с представителями других национальностей, то есть это крымские татары, как взаимодействуют с армянами, болгарами, греками, как вами ведется эта работа, то есть есть ли это взаимодействие? Конечно, есть. Вот вы поймите, да, вот мы когда начали только офисы открывать в других районах, люди приходили другой национальности, говорят, а что здесь помощь оказывается не только крымским татарам? Тут для них это было удивление, понимаете? Те стереотипы, которые остались и были навешаны Меджлисом в свое время, да, что вот этот офис, он только работает для крымских. Нет, пожалуйста. У нас и двери в организацию открыты для всех народов. То есть у нас разных национальностей люди вступают в организацию. Я периодически, кстати, вижу в социальных сетях появляются сторонники Керимбирлиги, что удивительно, очень разные люди, разных национальностей. Да, абсолютно разные люди, разных профессий, разных национальностей. И абсолютно, я вам скажу, что и вообще с других стран на сегодняшний день к нам вступают в организацию. Конечно, и очень с большим желанием. То есть, вот наши соотечественники, многие еще на сегодняшний день и в Узбекистане проживают, то есть, они с радостью подхватили то, что они могут там также аккумулировать письма, отправлять их в Керимбирлиги с теми или иными вопросами. Вы поймите, тому же нашему соотечественнику приехать с Узбекистана, прожить здесь месяц и узнать те или иные вопросы, да, что касается их родственников, там, о справках, как они могут осуществить переезд, и многие-многие другие, да, то есть, это и вопросы гражданства, вид на жительство. А мы на сегодняшний день в электронном виде им отправляем, они нам присылают вопросы, их коммуникируют, мы им отправляем обратно в Узбекистан. Та же самая у нас потребность на сегодняшний день, наши соотечественники к нам обращаются с Казахстана, с Канады, с Турции, с Румынии. То есть мы на сегодняшний день... География широкая. Да, у нас география широкая, и нас это радует, что мы охватили, и реально наши соотечественники видят, что мы реально хотим помогать нашим соотечественникам, нашим гражданам, да, то есть и государству нашему. И они видят, что мы это абсолютно делаем бескорыстно, без каких-то там сюда 1000 рублей дайте, либо сюда 2000 рублей дайте. Да? А вот те люди, с которыми вы коммуницируете из других стран, вот из того же Узбекистана, например, у них желание приехать в Крым, поселиться в Крыму, возникает такое? Возникают ли такие, задают ли такие вопросы? Конечно, возникают такие вопросы, и очень интересуются, как у нас на сегодняшний день протекает жизнь в российском государстве, да, то есть мы их с этим знакомим, да, мы стараемся как можно масштабнее показывать нашу работу в социальных сетях, да, насколько мы можем, насколько нас хватает, и люди видят, что те посылы, которые даются руководителями Меджлиса из-за рубежа, они не являются действительностью, что на сегодняшний день крымско-татарский народ эти 4 года он развивается и идет вперед. Рустам Сеитомирович, ну вот, кстати, такой вопрос, с которым мы, по сути, начинали, и он достаточно объемный такой. Как бы вы сейчас оценили электоральное настроение крымско-татарского народа, насколько крымские татары готовы прийти на выборы с учетом, вот опять-таки, упомянутых вами всевозможных резких заявлений со стороны активистов запрещенного в России Меджлиса крымских татар и всевозможных громких заявлений на различных западных площадках? Мы же знаем вот эти одиозные личности, которые используют любую возможность любой европейской или какой-либо другой западной площадки как-то обругать Крым. Причем не только крымских татар, а вообще людей, проживающих здесь. Да. Ну, я вам скажу так, вот позапрошлой неделе, опять же, да, мы проводили там выездное собрание в Красногвардейский район, вот, и жители там поселка к нам обратились. На встречу пришло порядка 60-70 граждан, наших соотечественных крымских татар. Их на сегодняшний день волнуют социальные вопросы. Понимаете, их интересует, да, они говорят, спасибо, нам провели свет, у нас появился интернет, но вот 27 лет вот эту дорогу для нас не сделали, да, то есть мы по ней там в школу, образно говоря, ходили, там грязь была, сегодня наши внуки, правнуки там пошли, и мы говорим людям, вы понимаете, что в выборах надо участвовать, да, то есть мы как граждане этого государства, мы как жители Республики Крым, мы не можем стоять в стороне, мы должны участвовать, это ваше право, за кого вы свой голос отдаете, мы не навязываем никому, но в выборах должны участвовать, я вам скажу, что нарицаний в этом вопросе не было. Люди говорят, да, обязательно мы будем участвовать в выборах. Но в нашем срезе, да, и в то, что мы видим, что на сегодняшний день
происходит. Ну, вот на сегодняшний день, скажу, не менее 60-50% все равно крымские татары будут участвовать в выборах. Ну, то есть есть такие настроения на сегодня, да? Конечно, есть. На избирательные участки. Ну, понимаете, тут в чем, почему я эту тему-то поднимаю? Ведь смотрите, мы же с вами живем в таком мультимедийном пространстве и век интернет-технологий. Мы понимаем и видим, что на крымских татар на полуострове пытаются влиять с помощью различных медийных ресурсов, которые пробиваются через там спутник или по интернету. Ну, вспомнить хотя бы тот же одиозный, условно говоря, телеканал АТР, другие СМИ. Как воспринимается эта информация? Имеет ли она воздействие на людей? Какова реакция? Вот интересно просто. Ну, я вам скажу так, что на сегодняшний день мы же понимаем, что за умы в социальных сетях идет борьба, да, то есть и в первую очередь она идет за счет дезинформации, да, которую нам поддают извне. Но я вам скажу так, есть одиозные личности, есть националисты, как и в любой другой нации, да, но их не большинство. Мы на сегодняшний день понимаем, что, ну, пускай на это реагируют там порядка 50% из числа крымских татар. Но это же не весь крымско-татарский народ, понимаете? 50% это немало. Да, понимаете, то есть я вам скажу так, если вот мы сейчас говорили о цифре там 50-60%, те, которые сегодня пойти готовы голосовать. Остальная часть, они на сегодняшний день в раздумье, да, но они в любом случае примут участие. И как бы там ни хотели с той стороны, да, как бы они там ни обращались в какие-то международные организации, у нас есть факты, что на сегодняшний день государство заботится о крымских татарах, она не разделяет, государственная политика не разделяет там на этническое происхождение, да, там на вероисповедание. Пожалуйста, мечеть строится, соборная, за которую 25 лет кричали все мусульмане Крыма, на которой спекулировали в своих политических там целях тот же Меджлис. Пожалуйста, вот хотели мечеть, вон она строится. Вы хотели, возьмите сегодня на сегодняшний день, какая большая школа построилась, да, там говорят, там школа, да, там 4 президентов. Это школа одного президента. Ее построили под руководством Владимира Владимировича Путина. Ее назвали в честь героя Советского Союза, Алимия Дынаны. То есть на сегодняшний день учебники изготовляются на крымско-татарском языке. Язык, опять же, он приравнен к составу государственного, да, то есть русский, украинский, крымско-татарский. Что еще надо? А вам не кажется, что вот не хватает вот той самой позитивной информации? Вот мы, кстати, говорили в этой студии не так давно о том, что... Ведь смотрите, кто знает о том, что Российская Федерация напечатала и отправила в Крым 10 тысяч учебников на крымско-татарском языке, специально сделанных, поскольку здесь в том числе в школах преподается крымско-татарский язык. Эта информация, она есть, но ее очень мало. А вот эти одиозные, скажем, СМИ, различные политики и телеканалы, они пытаются использовать любую возможность где-то просочиться, где-то вот и найти какой-то, или попытаться придумать, или найти некий негатив и раскрутить его до невероятных масштабов. Да, вы правы, что на сегодняшний день идет информационная война, и вот в моем личном понимании мы ее чуть-чуть проигрываем, да, то есть мы больше должны освещать, мы не должны освещать эти вопросы не только внутри у нас Республики Крыма, да, мы это должны освещать и на федеральных каналах, то есть на федеральные площадки должны приглашать из числа и крымских татар в том числе, разного сословия, да, то есть людей разной профессии, разных общественников, да, чтобы люди на сегодняшний день, в первую очередь и в российском государстве, чтобы люди не думали, да, вот другие народы, они живут, им кажется, что крымские татары, вот они стоят против российского государства. И они не получают тоже в том объеме у нас даже внутри государства ту же информацию, что крымские татары также, вот взять нашу общественную организацию, да, наш общественный совет, в который входит 26 общественно-политических организаций, мы выразили, и мы сказали, мы будем участвовать в выборах, да. И где могли, мы осветили это в СМИ. Но этому надо давать больше расхождения этой информации, в первую очередь у нас внутри государства. Чтобы это не закладывались в головы и другим народам, да, что из-за крымских татар плохо живем, либо люди других национальностей тоже начинали думать, что не так все хорошо в этом государстве, раз они там стоят и сопротивляются, да, то есть государственной сущности. И вот у нас сегодня, да, век информационной войны, и я считаю, мы больше должны проводить площадок и международных площадок. Мы также в Крым должны приглашать соотечественников наших, да, которые живут в разных странах сегодня мира, то есть в Турецкой республике, в Румынии, в Канаде, в США, везде проживают крымские татары.
Давайте их приглашать. Пускай они видят, пускай они ознакомливаются с тем, что на сегодняшний день делается под руководством государства, президента, да, какие посылы сегодня даны нашему народу. Да, они эту информацию не получают, понимаете, с тем же Бахчисарайским ханским дворцом. Ну вот он 20... Сколько спекулируют на этой Сколько теме? на нем спекулируют. Сегодня они еще подали там иски в какие-то международные там инстанции, суды. А когда 27 лет там текли крыши, гнили стены, разваливался, по сути, да. разрушилась там, да, история, это же, как сказать, это не только принадлежит крымским татарам, да, то есть... Это национальное достояние. Это национальное достояние. Памятник архитектуры, конечно. Архитектуры и международное достояние. Любой памятник архитектуры – это международное достояние. Пожалуйста, сегодня государство инвестирует туда огромные деньги. Да, вот они там спекулируют. Это не так, черепицу не так сложили, балки не те поменяли. А кто вам мешал это делать? Да, и прежде чем... Находясь, кстати, в руководстве Бахчисарая. Конечно, находясь в руководстве Бахчисарая, да, находясь в руководстве крымско-татарского народа, узурпировав его, да, то есть своим вот этим вот давлением в бытность украинскую. Кто вам мешал это делать? И если вам что-то даже сегодня не нравится, либо вы считаете, что там происходит что-то не так, вы почему не соберетесь там какую-то комиссию экспертную, да, от себя, те, которые недовольны? Пожалуйста, давайте. И я больше чем уверен, что республиканские власти тоже соберут экспертную комиссию, где сядут за круглый стол и разберут это все по деталькам, да, и мы увидим истину. И мы увидим истину, что все, что они говорят, это полный бред, это чушь, опять же, это очередная спекуляция, да, на чувствах людей, там, на истории, на памяти и так далее. И я вам скажу больше, крымских татар это уже очень сильно начинает раздражать. Я вижу уже даже по людям, по тем, которые в свое время были там и в национальном движении, те, которые в свое время состояли и в Меджлисе, может быть, и были там некоторыми сподвижниками этих товарищей. Но они видят, что на сегодняшний день их риторика, она пустая. Понимаете, это просто звон, постоянно, как говорится, из пальца высасывать то, чего на самом деле нет. Рустам Сейтумович, следующая тема, и следующий вопрос, он такой довольно-таки, не то чтобы острый, но очень важный. Довольно часто вот со стороны этих украинских одиозных представителей, активистов звучат тезисы о якобы массовом исчезновении людей в Крыму, о том, что происходят обыски, незаконное задержание представителей крымско-татарского народа. Мы видим, и оперативная съемка в том числе, да, когда реальное нарушение закона идет, когда людей задерживают, но не всегда вот эта информация о том, за что на самом деле задерживают и кого задерживают, она, скажем, озвучивается той стороной, да? Вот как бы можно было это прокомментировать? Потому что, никто не исключает правонарушения, причем в представителей любой национальности. Но вот что касается крымских татар, обычно это очень серьезно раздувается. Понимаете, опять же, я вам говорю, что вот 4 года, да, мы живем в Российской Федерации. Ведь первые 2,5 года крымских татар, вот как они говорят, там никто не трогал, да, я имею в виду тех людей, которые должны были внедриться и ознакомиться с Конституцией Российской Федерации, с законами российского государства, да. То есть у нас на сегодняшний день в государстве Хизб ут-Тахрир, запрещенная в России, да. Запрещенная в России. Вот эти вот сторонники той секты Хизб ут-Тахрир, с которыми на сегодняшний день правоохранительные органы и борются, они же не приходят сегодня, образно говоря, там, к тому или иному гражданину, который не имеет отношения к этой секте. Да? Кто вам не давал возможности, да, уйти от этой секты, да, там, начать новую жизнь и исследовать традиционный ислам, который на сегодняшний день регламентирует наш муфтият? Пожалуйста, двери открыты для всех. На путь здравомыслящих вставайте, работайте, развивайтесь. Вам же не запрещают работать, вам не запрещают, чтобы ваши дети учились в школах, в детсадах, вам не запрещают идти в мечети молиться, вам не запрещают разговаривать на своем родном языке. Вы что хотите от государства? Или если кто-то там даже эту риторику подхватывает, да, мы на сегодняшний день видим, в чем в мире занимается эта организация, эти секты, да, возьмем тот же ИГИЛ, да, возьмем эти теракты, да пускай они в Америке начнут кричать, что Хизб ут-Тахрир это хорошо. Я вам объясню больше, за такую риторику в том бы государстве они бы всего же сидели бы в тюрьмах и считались бы террористами.
Понимаете? Да, они сегодня выгодны, да, это те клоуны, которые кричат на международных площадках. Для этого им надо, конечно, там, давить какими-то там санкционными списками на наше государство, но они, те же санкции, они не работают. Они это уже начинают понимать, что, как они считают, да, что русскому плохо, то там пословицу чуть... Что немцу, что русскому хорошо, то немцу смерть. Да, немцу смерть, да. Вот. Но вы понимаете, и люди... На сегодняшний день крымские татары живут же, развиваются. Да, для этого есть правоохранительный орган. Если поступают какие-то сигналы, это не касается только крымских татар. Мы знаем и понимаем, что также обыски могут проходить и у русского человека, и у армянина, и у еврея, и у украинца, без разницы кто. Да? Но если на сегодняшний день в крымско-татарском социуме есть там какие-то, да, там часть, их небольшая, этих радикалов, ну, поверьте мне, я бы не хотел, чтобы мои дети завтра, не дай бог, попали под влияние этой секты. И мы знаем, сколько горя они несут в других странах. Да, это и взрывы автобусов, и торговых центров, и так далее, и так далее, и так далее. Если в этой риторике кто-то считает, что завтра не коснется их семьи, да, их там какие-то злодеяния, да, вот эти все там разные, то они ошибаются. Никто не застрахован. Наши все дети ездят и в троллейбусах, и в автобусах, и в самолетах летают, и по улице ходят. Да. И я считаю, что если спецслужбы, правоохранительные органы видят, что там есть опасность, ведь они же не так, что там арестовали, да, и не отпускали. Многих отпускают. То есть проверили, да, если там информация не совпала, да, там или еще что-то где-то как-то, пожалуйста, их выпускают на свободу. То есть и поэтому на этой теме спекулировать. Это речь, конечно, идет о безопасности, поэтому здесь о безопасности, нужно... конечно. Вот мы видим, какой теракт произошел в Дагестане, да. Это большое горе. Ну, что значит, он взял там свою винтовку, пошел 4 человек, расстрелял в такой день, да, возле храма. Опять же, теракт. А кто застрахован от этого, что там чей-то другой? Вот, да, давайте уже тогда на этой теме, раз уж вы о ней затронули, давайте на ней и завершим. Вот, Рустем Сейтумирович, а как тогда вот относиться? Потому что сразу начинают же говорить о том, что, ну, во-первых, была информация о том, что якобы взяла на себя ответственность исламское государство, запрещенное в России, напомню, и, ну, нельзя же здесь тогда... То есть преступление не имеет национальности, преступление не имеет конкретного вероисповедания. Вот как тогда здесь можно прокомментировать, чтобы не было каких-то кривотолков по этому поводу? А как можно прокомментировать? Вы правильно сказали, у преступника, у террориста нет национальности. Да, если человек на сегодняшний день заточен на те или иные преступления, я не считаю его человека своей национальности. Вы поймите, он несет горе всем. И кто бы это ни был, я еще раз повторяюсь, да, для этого у нас и существуют правоохранительные органы, которые смотрят, чтобы все граждане, вне зависимости от этнического происхождения, еще раз повторюсь, от вероисповедания, жили спокойно, чтобы наши дети спокойно ходили по улицам. Вот сегодня же мы видим в Крыму мир и спокойствие, и слава Богу. Это все благодаря правоохранительным органам, это все благодаря жителям Крыма, да, которые хотят сохранять мир. Они в 2014 году поэтому и приняли решение воссоединиться с Россией, с российским государством. Почему? Потому что мы видели, чем закончились перевороты от националистов в Украине. Мы сегодня видим, какая братоубийственная война идет на Донбассе. Везде, где присутствует вот этот радикальный национализм, завтра жди горе. И то, что наше государство с этим борется и правильно делает, что принимаются жесткие меры, только так. Только так мы будем сохранять мир, только так мы будем сохранять здоровые головы наших детей. Они не будут запутаны этими сектантами, потому что в соцсетях сегодня идет вербовка и очень серьезная. Да? А когда дети видят, да, что это плохо, что на сегодняшний день, да, это не поддерживается государством, эти люди считаются преступниками. И кто бы он ни был, какой национальности, если ты перешел закон, будь добр, садись в тюрьму. Ты знал, на что ты идешь. На этом завершим нашу беседу. К сожалению, время исчерпано. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Напоминаю, Рустем Сейтумирович Неметулаев, замглавы общественной организации Крым Бирлиги и Общественного совета крымско-татарского народа, был гостем нашей студии. Рустем Сейтумирович, спасибо большое, что пришли. Такая вот глубокая беседа у нас получилась.